Уважаемые студенты, мы продолжаем наши лекции, связанные с историей и культурой татарского народа. Сегодня мы будем изучать героев татарских, великих выдающихся личностей татарского народа. Абдрахим Утузимяни – это один из мыслителей и философов, богословов татарского народа. Он жил с 1752 по 1834 годы. Его судьба тоже интересная довольно-таки. Он родился в Татарстане, получается, современный Читапульский уезде, Новой Кадиево, и дальше учился в Оренбургской области. Рано лишился отца и родителей, и воспитали его родственники. И дальше он получил образование в Каргале. Это сперва татарам разрешили там открывать мечеть мадресе. Каргалы — это село большое Оренбургской области, татарское село. Там жили купцы, которые вели посредническую торговлю между Азией и Российской империей. И вот он там как раз окончил мадресе, и далее вот учился в Средней Азии, потому что у кого есть возможность была, не все ехали за рубеж и получали уже более глубокие религиозные знания. Он также поехал в Бухару, Самарканд, там учился, да, и он был еще в Кабуле и в других городах того мусульманского Востока того времени. Далее вернулся домой в 1798 году и стал руководителем, известным таким имамом в деревне Казанской и Оренбургской области. В нескольких местах он работал, хорошо знал арабский, татарский языки, и у него был очень хорошо выработан поэтический такой дар. Хорошо он писал стихи, поэмы, был таким талантливым, творчески одаренной личностью. И вот он писал и комментарии мыслителям, труда мыслителей того или средневековья, например, как Газали, Аттар, Джами, Руми, Лахьяр. Ну, это средневековые такие мыслители, философы, суфии. Он их трудам писал комментарии, разъяснял населению. Вот. Он в своих трудах больше времени уделял внимание на развитие общества, имею в виду нравственное развитие, этическое, и делал что, чтобы люди не полностью уходили в такие жесткие рамки религиозные, а вот жили более равно, и мирское вели нормально, и религию тоже, соответственно, чтобы друг друга, чтобы это гармонично все это вливалось. То есть на тот период, когда он жил, там из-за насильного крещения татары были вынуждены уйти полностью в религиозное такое закрытое общество. Они этим сохранились внешнее давление насильного крещения, да. И он уже понимал, что это мешает татарам развитию, такая закрытость. И он как раз в своих трудах писал, чтобы соотносить современные реалии с религиозными канонами, чтобы гармонично все это вливалось. Потому что ислам это как, скажем, нож. Его можно использовать в полезных делах, то есть кушать, готовить и все остальное. А может тоже религию, если неправильно исповедовать, можно же в плохом ключе исповедовать. Поэтому он все это гармонично объяснял. Далее писал такие труды, писали они в тот период чернилами, и похоронен он в Татарстане, также в селе Тимяш Леногорского района. Там единственное такое большое мавзолей татарским религиозным деятелям. Вот ему находится, казанским ханом есть мавзолей. Интересный такой объект культуры. А вот труды Шадгамов Рамиль Хазрат, руководитель РИУ, руководитель теологического отделения, Рамиль Адгамов как раз писал диссертацию по его трудам, и его труды были изданы. Есть такая антология богословской мысли татарской, всех ученых, богословов, труды в таком собрании сочинений издали. Как раз один из трудов. Другой известный татарский духовный деятель Абдель-Насыр Курсави, он тоже был мыслителем, философом и в то же время богословом, ученым. Тоже биография интересна у него. Он тоже родился в селе Маскара, Малмыжского уезда, Вятской губернии, это сейчас современный Герджи район, по-моему, да, Татарстан.
Вот, был учеником, ну, получил место на родине образование хорошее религиозное, затем поехал в Среднюю Азию, в Бухару. Там уже он более глубокие знания получил и стал учеником известного такого духовного наставника Нияз-Кули ат-Туркмани. Это был выдающийся духовный наставник, имеющий там очень высокие духовные степени. Его стал, вот у него он так стал, ну вот у него он достиг до уровня так просветления, то есть настолько раскрыл себя, духовно вырос. Ну вообще сказать, Средняя Азия и Татарстан очень связаны. У нас получается вот татар очень сильная связь с Средней Азией в первую очередь, потом с Кавказом, Дагестаном в первую очередь. Это по большей части даже духовные связи, связанные вот с религией, культурой. Там жили вот выдающиеся духовные наставники, у кого учились наши ученые. У них получали вот эти знания, становились такими просветленными людьми и обратно приезжали, все эти знания, духовность распространяли у нас на родине. Вот поэтому такие духовные связи очень были сильные на тот период. Ну и сейчас, в принципе, эти традиции возрождаются и как бы имеют место. Так, ну, работал после возвращения в деревню Курса, стал имамом, мударрисом, воспитывал учеников. Он повторно еще поехал в Бухару, некоторое время жил. Там он вошел в спор с местными учеными, потому что он объяснял более обширно некоторые понятия. А на тот период Бухара стал отставать. У них такая вот в религиозной сфере косность появилась. Как бы они чисто вот стали как бы, ну, такую догматическую, такое жесткое русло начали входить, отставать уже от мира. То есть на тот период уже везде уже какие-то новые новшества были уже, а они все продолжали жить как раньше. Вот он вошел в спор, в итоге оттуда он вернулся, некоторое время работал на родине и потом поехал в хадж своими братьями. То, что и по пути он в Стамбуле скончался, там похоронен. Вот. Ну, от него что осталось? Остались труды интересные, хорошие, где он призывал как бы более также правильно, обширно понимать религию, не узкоконечно, вот белое, черное, а именно цветное как бы восприятие мира он объяснял через вот эти религиозные тексты. То есть таким философом-богословом был интересным. Сохранился в его деревне родник, который при нем был открыт. Вот. Вообще, в целом, надо сказать, вот период Екатерины II открыл много возможностей для татар. То, что разрешили ислам исповедовать для татар свободно, да, строить мечети, мадресе, дала то, что очень много было открыто мечети, мадресе татарами, самими татарами. Если мечеть открывали, при нем обязательно открывалась мусульманская школа начальная, сперва, да, религиозная, потом уже в крупных селах мадресе. И там уже стали готовить много кадров. И вот это начальный МКТБ, где до 14-15 лет получали начальные религиозные знания. Дальше шли уже мадресе. Это было в городах, уездных центрах, больших селах. Там до 25 лет они учились, получали вот чисто религиозные знания. И в МКТБ, и здесь, в принципе, МКТБ еще начальные такие, грамматику, все остальное, а мадресе, вот она больше такая религиозная была. Естественно, были еще математика, какие-то вот специальные дисциплины, но они тоже были как бы большей части вот религиозными дисциплинами. Это вот татарская национальная система образования, так было выстроена. Это МКТБ и мадресе. Вот они сами, татары, содержали это все, государство не вмешивалось в эту деятельность, потому что не платило за это, все это содержалось за свой счет. Как бы такая независимая система образования была. И самое дешевое образование на тот период это было религиозное. И сейчас тоже, в принципе, самое доступное дешевое образование в России и ныне это религиозное образование, потому что ее дают практически бесплатно, потому что эти учебные заведения содержат за счет пожертвований, и там готовятся кадры. Вот на тот период... Совершенно интересный, правильный вопрос. Действительно, девушки учились, но они получали только начальное религиозное знание и учились у жены муллы. То есть они как бы дома. Они получали только вот начальные знания, и им, в принципе, хватало.
Остальные шли в мадресе, чтобы стать уже муллами. На тот период самая крутая профессия была это стать муллой. Это первое. Второе стать купцом. Ну, второе, это как бы требовалось много таких навыков шустрых, да. Капитал еще какой-то нужен был, родитель, чтобы были какой-то состоятельным. А на первом все могли, в принципе, у кого есть была возможность какой-то, у кого есть было как бы стремление к учебе, они вот через эту систему образования проходили, мектебе, мадресе, у кого еще есть возможность, они учились еще за рубежом, то они получали очень много религиозных знаний и становились уже выдающимися духовными деятелями. Вот на карте мы видим основные мадресе, где располагалось центры обучения. Это в Казани, Менгер, Кашкар, Ташкичу, Курса, Сатыш, Тюнтер, Буинск, Кизляу, Байраке, Стерлебаш, Уральск. Ну, тут вот эти основные центры образовательные, где вот готовились кадры. И, естественно, когда столько есть учебных заведений, и выходили уже выдающиеся деятели. То есть количество ученых стало на порядок больше. То есть если до открытия этих мадресе там штучные только были ученые среди татар, а тут прям целый рассвет получается. Кадров становится все больше и больше. И еще было вот, особенно эти кадры становились уже учеными, кто был за рубежом. Тут было три центра, это Дагестан, Средняя Азия и Османская империя. На тот период Мекка, Медина, Каир, они входили в Османскую империю. То есть вот такая, там находились самые крупные центры, где уже академии были, там уже готовили этих выдающихся деятелей. И вот через эту систему проходили, ну, допустим, среди татар это мадресе Мухаммадия 1882 года, где наибольшее количество этих выдающихся личностей подготовили. Вот. Еще давало развитие образования книгопечатание. В Казани находился центр издательский, где печатали огромное количество, миллионными тиражами книг, ну, большая часть это религиозной тематики, и они по всей России распространялись. Вот. Особенно вот много печатал братья Камеримовы, университетская типография и другие. Это вот это именно типография здания? Да, это здание напротив мечеть, это улица Габдулла Тукая, напротив мечеть Галиевская, мадресе Мухаммадия. Вот в этом здании как раз была типография большая и библиотека мусульманская, где вот все это издавалось. Получается, распространение науки, книгопечатание книг привело плеяду появление огромного количества ученых, выдающихся личностей. Ну, давайте некоторых из них посмотрим. Самый известный это Шихабуддин Марджани, второй это Каюм Насыри. Они уже вообще стали просветителями. Вот если посмотреть уже историю жизни Шихабуддина Марджани, тут вообще много интересного открывается. Это была личность как звезда среди ученых татарских. Он был богословом, он был еще духовным наставником, философом, историком, этнографом, педагогом, востоковедом. Вот, он много принес пользы для развития нашего татарского народа. Родился в 1818 году в селе Ябанчи, от Нинского района. Начальное образование получил у себя в селе. У него родители, отец, дед, все были имамами, потомственными муллами. Вот уже 17 лет он начал писать свои книги, уже 15 лет начал преподавать. И вот его отправили родители в Бухару. Там он в Самарканде и в Бухаре получил очень такие фундаментальные свои знания. И 10 лет где-то он там прожил и уже приехал с огромным багажом знаний и огромным багажом тележкой книг. Вот. А на тот период вы представляете, что поехать в Бухару, там целый месяц надо идти был пешком. Ну, как бы там караваны, ты присоединяешься к каравану и идешь пешком за ними. Вот такая сложная путь приходилось проходить. Не все могли это позволить, только дети состоятельных родителей туда шли. И вот он оттуда приехал, все узнали, что он, оказывается, стал таким выдающимся ученым. Его сразу же назначили имамом первой, самой главной мечети в Казани. Вот это ныне Марджани мечеть, да. И вот сразу дали ему, построили дом двухэтажный, шикарный. Сейчас посмотрим этот дом. Так, ну, в Средней Азии, когда он учился, он познакомился с всеми трудами известных мусульманских религиозных деятелей, философов, как вот
Газали, Ибн Араби. Ну, это классики по мусульманской философии. Ну, есть такая наука, такая эзотерик, такое обширное понимание мира, то есть различных наук сходятся там, да. Вот как раз эти мыслители, они были на стыке этой науки, то есть более интересно объясняли религию. Он, так, интересный его путь. Ну, вот всех этих Фараби, Омар Хайям, Бируни, все их труды он изучил, выписал на тот период, чтобы их книг привести, или он покупал человек, или сам переписывал руками. И вот поэтому он много книг переписал, вот с собой эти книги потом привез. Ну, когда пишет человек, он уже запоминает тоже. Есть момент такой интересный. Так, и вот в этой мечети он стал имамом в Казани. И 40 лет он здесь проработал в качестве самого главного духовного деятеля Казани. Вот ему такой шикарный дом построили. Руководитель этой мечети, он как попечитель главный, Юнус Бай его звали, он все организовал, его как бы бытовые условия, лишь бы работал человек. И на тот момент таких, ну и сейчас в принципе могут так помочь. Вот этот Юнус Бай, он с одной стороны все опекал этого ученого, но с другой стороны начал Марджани управлять, то есть начал командовать над ним, приходи сюда, садись сюда, как бы вот в таком духе. Естественно, это Марджани не понравилось, он вышел в открытую против него, как бы ты имей совесть, я же не твой там раб. И таким образом между ними случился такой очень сильный спор. Тот как бы пригрозил, что я типа не буду поддерживать мечеть, как бы опекать, там попечителем быть. Он говорит, хорошо, есть другие состоятельные люди. И он таким образом взял, создал попечительский совет при мечети, куда входили несколько богатых семей, и они начали уже смотреть за мечетью. И этот Юнус Бай очень сильно разозлился, даже сжег мадресе, который сам построил. Марджани снова построил новую, уже каменную. То есть вот прям до того могли быть споры выйти, да. Марджани был очень крутым, очень сильным личностью. Он с детства как бы рос, у него же матери не было, он так на улице хорошо как бы умел за себя постоять, он участвовал в этих борьбах сабантуях, да. Ну и характер такой был очень харизматичным, лидером. И вот и он добился того, что стал как бы независимым имамом мечети, то есть над ним никто не управлял. Это было во благо. И это дало то, что он стал много писать. Вот это мадресе как раз при Марджани было построено, Шабудин Марджани состоятельными купцами. Ныне это мадресе действует. Вот он здесь обучал большое количество учеников. В данное время это здание находится Булгарской исламской академии. То есть вот это здание есть. Это как мадресе не существует, а существует как здание Булгарской исламской академии. Там административный корпус находится. Очень красивое здание. Внутри тоже. Так, и далее он еще параллельно преподавал в своем мадресе и параллельно преподавал в учительских курсах. То есть он обучал, готовил кадры педагогические, работал в государственном учебном заведении. То есть он был более обширным, понимающим. И он, что он сделал для татар, для Марджани? Во-первых, он так же, как и Курсави, как Утазимяни, он объяснял религию более обширно. То есть он татар призывал понимать религию не узко, как бы не прямо бело-черное, а вот именно более обширно, более современно, как бы с реалиями жизни, чтобы было все сходилось. И он в первую очередь поднял самосознание татар. Он написал несколько больших трудов, связанных с историей татар. Он показал, какую историю прошли татары, какие были выдающиеся там представители у татар, какие ханы были, какие государства были. Все он описал и сказал, что мы являемся татарами. А на тот период татары себя называли мусульманами. Понимаете? То есть себя татарами не называли, а все вокруг называли их татарами. И русские, и среднеазиатские там представители, европейцы приезжали, это вы татары, и мы мусульмане, они называли. Тогда Марджани, вот он доказал, что мы татары, мы кем еще можем быть, если не татарами? Тут все нас называют татарами, как бы, другим. Был такой период, да, конечно. И, естественно, он доказал, что татары, потому что все нас так называют. И в период Золотой Орды вот этот татарский народ, он сформировался.
То есть единство такое. Булгары стали татарами уже на тот период. То он все доказал через своих трудов и рассказывая населению. Таким образом он поднял самосознание татар. То есть он считается основоположником такого национального самосознания татар. То есть он, да, ну и историком, самым главным историком для татар считается татарский Геродот. Вы знаете, самый первый историк в мире — это Геродот считается, потому что его труды сохранились. А среди татар таким первым историком, которому известны труды и вклад в науку, это был Марджани. Вот по его трудам и сейчас, в принципе, историки изучают, пишут. Я сам диссертацию писал, использовал его труды, как ссылки, там, потому что он писал всех известных личностей, издал книгу такое «Тавариха Булгарии», где биографии выдающихся личностей до него, кто жил, и при нем. То есть он прям такие энциклопедии хорошие выпустил. На арабском языке писал. Да, он в основном писал все книги на арабском языке. Вот все это сейчас постепенно переводят. Вот в этом чуть. На арабском языке? Да, Просто арабское на арабском языке писал, вот именно такой. на языке. На языке. Вот его почему за рубежом знаю? Потому что он писал на арабском языке, свои книги большую часть туда отправлял. И его поэтому хорошо знают. Вот. Вот смотрите, здесь он как писал. Некоторые из наших соплеменников считают пороком называть себя татарами, избегая этого имени и заявлять, что мы не татары, а мусульмане, да? Бедняги, если ты не татарин и не араб, и не таджик, и не прусак, и не немец, кто же ты? Ну, как бы в таком ключе объяснял. И уже после него, как бы он, все стали уже себя татарами считать. Это прям зашло. Так, про это мы и сказали. Еще на тот период он, вот смотрите, здесь видите фотографии Марджани? В того времени мало у духовных деятелей было фотографий, вообще не фоткались. На тот период даже спор был такой, фотографироваться можно ли по исламу или нельзя ли, как бы настолько, как бы, ну, есть понимание, что как бы изображение как-то она в таких, если жестких рамках смотреть, то как бы было на тот период как бы запрещенным. А он сказал, это разрешено же, как вы. И он первым сфотографировался среди мол, и вот потом уже пошла вот эта традиция, уже все фоткались. Как бы он фотографируется, но дома не вешают. не, вешать-то понятно, мало кто вешает, и сейчас, в принципе, в мусульманских семьях. Но вот на тот мир вообще не фоткались, вот интересно. Еще система образования так была выстроена, что прямо, ну, чисто вот среднеазиатский тип обучения было. Вот одну книжку брали, вот книжка, его полностью заучивали от корки до корки, выписывали полностью основные моменты, конспекты, сдавали учителю, потом переходили на другую книжку. Вот где-то 20 книг человек проходил за весь курс обучения, таких тонких. Да, в принципе. Ну, это был академический метод обучения, старый метод обучения татар. Жили прямо на полу, там же кушали, там же спали. То есть, ну, потому что и условия жизни там тяжелые были, поэтому так вынуждены были. Вот он как раз обновил систему образования, как бы он стал обновлять. Вот получилось такое направление, такое джадидизм называется. Это новый метод обучения, то есть это введение парты, всяких вот новых методов передачи знаний, да, сейчас на нем завершим мы. И он как бы способствовал тому, что вот это не только человек должен там закрыться в религиозных науках, но и изучать еще русский язык и другие светские дисциплины, то есть вот более стать открытым миру, поэтому он как бы был в этом смысле очень хорошим, нужным человеком для того времени. Про него и Абдулла Тукай тоже написал выдающиеся такие прекрасные стихи, оценивая его большие заслуги в истории татар. Так, он общался со всеми учеными того времени, это вот Готфальд, Лебедева, Берем и другими, вот, которые жили в Казани, ученые, и он посещал Казанский императорский университет, там было этнографическое сообщество, где собирались историки, выдающиеся деятели, он с ними общался и свои труды тоже показывал, объяснял, они писали тоже труды по истории татар, поэтому такой был открытым, таким не фанатичным, а обширно смотрящий ученый человек, вот удивительная личность, и поэтому он вошел в историю татар. То есть, ну, понимали на тот период, через русский язык вот эти достижения Европы могли получить. И он поэтому русский язык и
как бы говорил, что надо изучать. Сам он не говорил на русском языке, а понимал, как бы вот через переводчиков он и общался, как бы, скажем так, на тот период. Так, про это мы сказали. Про историю сказали. Ну, тут много чего можно сказать. Многие такие, еще были традиции у татар, какие-то костные, сложные на тот период. Он их изменил в Казани, то есть более обновитель. И, ну, например, они, ну, когда назначали, ну, вот свой пример, назначали время, когда начинается мероприятие Маджлис, и целый час ждали, пока все соберутся, как бы. Он сказал, До сих пор. да, вот он прямо это жестко пересек. Особенно ждали этих богатых людей. То есть все приезжали, муллы сидят, а богатых еще нет. Они все дела завершают, приходят. И он жестко прекратил, сказал, вот когда я приду, то есть главный, проводящий вот этот обряд, тогда и все, начнем. И он приходил, все начинали вовремя и завершали вовремя, и уходил. Он был человек науки, у него времени было очень сжато. Он основные свои дела делал и уходил домой, писал книги свои. Поэтому он написал более 30 книг, таких объемных, интересных. Вот. Похоронен он в Казани, в старо-татарских кладбище, ну, ново-татарских слободы, кладбище ново-татарской слободы. Такая большая гранитная доска. Причем он сказал при смерти, что поставить такой именно большой камень. То есть завещание было такое. Учеников было огромное количество у него, знакомых тоже. Он один из самых богатых людей был на тот период. Ходил всегда с 4 такой повозки лошадей белых, в хорошем тарантасе, надевал шубу с таким толстым мехом. Его прямо видели, все сразу удивлялись. И как бы ему претензии давали, уважаемый вот этого Шахабуддин Хазрат, почему вы так показываете свое богатство? Как бы мусульмане же должны быть более скромными. Он говорит, мы люди знаний, как бы люди сферы знаний, как бы учеными стали, поэтому, чтобы молодые, видя нас, стремились стать такими же. То есть такой целью он все это делал. И у него спрашивали, почему вы стали таким богатым. Я вижу свое богатство из-за того, что я бережно отношусь к тому, что я имею. Даже если останется там кусочек еды, я его как бы высушиваю, ставлю для птиц, чтобы они потом его съели. То есть ничего не оставляю, как бы исраф не делал, как бы все использовал, как бы не оставляя, как бы, как еще это, исраф не была роща, без чего. Угу. Во благо, да, все использовал. Таким образом, он прожил огромную, красивую, прекрасную жизнь. У него было 4 жены, вы знаете. Ну, первая жена у него умерла при родах, вторая тоже при родах умерла. Потом, то есть они жили какое-то время, там детей родили, то есть там красивую жизнь прожили, в принципе. Потом и третью, когда вторая уже умерла, он 3-й раз женился, и чтобы вот этих переживаний не было, он еще вторую взял. Как раз, да, уже получается в последние годы жизни. Ну, последние вот где-то 5-10 лет у него было вот последний период 2 жены. А так он жил с одной женой, потому что все это хорошо устраивало его. Но он пережил очень такие тяжелые моменты, скажем так, потери жены. Еще у него умерли дети, несколько детей. Особенно прямо он горячился сын Махмуд, когда возвращался домой зимой. У него ноги как бы отморозил, и пошла гангрена, и он умер. И он прям, ему где-то даже 19-20 было, он прям так горевал, такой способный парень был. У него потом остался, конечно, другой сын, но не такой уж был способный, как первый. На него было очень много надежды, но он горевал. Он писал еще стихи, тоже интересно, ну, такой необычный человек. Да, есть. То есть они в его трудах как раз используются. Так, короче, что еще скажем? Давайте завершаю. В итоге он остался в истории татар как самая выдающаяся личность, внесшая огромную пользу развитию нашего народа. И сохранился его дом. Мечеть была названа после его смерти, первая мечеть в Казани, мечеть в Марджани. И уже недавно даже был установлен скульптура, памятник в честь него. Есть улица, есть школа, есть даже институт, целый институт имени Шахабуддина Марджани, институт истории имени Шахабуддина Марджани, Академия наук Республики Татарстан.
То есть вот настолько вошел в историю. Это на самый один из выдающихся героев нашего народа. На этом сегодня завершаем. Продолжим на следующем паре. Спасибо большое. Счастливо. Интересно. А я вот не очень поняла, получается, для татар значение понятное, неоценимое, беспрецедентное, а для мировой истории... Пусть, не надо. Пока. Если вопросы, отвечу. Для мировой истории он чем запомнился? Почему его знают за рубежом? Счастливо. За рубежом его знают благодаря его трудам, которые он писал. Потому что он про татар рассказывал? Не только татар, у него же были богословские труды, которые имеют всеобщее мусульманское значение. То есть он комментировал труды выдающихся богословов того времени. То есть он котировался на уровне арабских Да, каких-то ученых. толкователей, Да, на уровне арабских ученых, богословов того времени он как раз на этом уровне был, и поэтому его труды известны за рубежом. И поэтому его знают. Ну, за рубежом на Востоке. На Востоке, да, большей частью. Не Европа, конечно, потому что это у него сфера религии, и он как бы в религиозной сфере его знают. Спасибо. Хорошо, счастливо.